Таджикистан – один из кандидатов на покупку иранских беспилотников, заявил главный военный помощник Аятолла Хаменеи. Рамазан Рахимзода заявил, что свыше 3000 паспортов Афганистан выдал членам террористических организаций. Евросоюз вводит новые санкции против Ирана за поставку беспилотников России. Россия вывела из Сирии часть военных и зенитно-ракетных комплексов С-300. Около 22 стран подали официальные заявки на закупку военных беспилотников иранского производства. Об этом заявил бывший командующий корпусом стражей исламской революции и главный военный помощник верховного лидера Ирана Аятолла Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави, передает Эйдели со ссылкой на Тасним Ньюс. Нынешние страны-кандидаты на покупку иранских беспилотников – это Армения, Таджикистан, Сербия, Алжир, Венесуэла и другие страны, заявил Сафави. Он добавил, что до исламской революции 1979 года Иран импортировал 80% своих военных нужд из-за рубежа, в первую очередь США и других стран Запада. Однако теперь Исламская республика производит все самостоятельно. Подтвердить эту информацию в соответствующих структурах Таджикистана пока не удалось. Ранее в мае текущего года иранское информагентство ИРНА сообщало, что в Таджикистане открылось предприятие по производству иранских беспилотных летательных аппаратов «Аль-Бабиль-2». Тогда сообщалось, что в открытии приняли участие министр обороны Таджикистана Ширали Мирзо и начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мухаммад Бакири. Таджикская сторона по этому поводу не публиковала официальной информации. Власти Афганистана выдали свыше 3000 паспортов членам террористических организаций. Такую оценку привел в среду министр иностранных дел Таджикистана Рамазан Рахимзода, выступая в Душанбе на конференции высокого уровня по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС. На сайте МВД Таджикистана, как и на других официальных ресурсах, выступление Рахимзода не опубликовано. Членам террористических организаций выделено уже более 3000 паспортов гражданина Афганистана, что еще раз подтверждает опасность данного режима, сказал он. Министр отметил, что тенденция военно-политической эскалации в Афганистане представляет прямую угрозу не только для стран Центральной Азии, но и в более широких масштабах. По словам Рахимзоды, афганская проблематика должна находиться в фокусе постоянного внимания. Члены Европейского Союза согласовали новые санкции против Ирана в связи с поставками им беспилотных летательных аппаратов в Россию, сообщило председательство Чехии в ЕС. Послы ЕС договорились о мерах против организаций, поставляющих иранские беспилотники, которые нанесли удары по Украине, говорится в сообщении в Твиттер. Отмечается, что государства ЕС приняли решение заморозить активы 3 физических лиц и 1 организации, ответственных за поставки беспилотников, а также готовы распространить санкции на еще 4 иранские организации, которые уже фигурировали в предыдущем санкционном списке. Россия вывела из Сирии 2 батальона общей численностью до 1600 солдат и зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом вечером в среду 19 октября сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на анонимные источники в Израиле и на Западе. Источник в израильских вооруженных силах добавил, что несколько российских командиров из Сирии уже перебросили в Украину. Различные издания на протяжении нескольких месяцев пишут, что Российская Федерация сокращает военное присутствие в Сирии, чтобы усилить его в Украине, а также отправляет сирийских наемников на украинский фронт. В сентябре СМИ сообщили, что Россия пытается ускорить политическое решение конфликта в Сирии на фоне тяжелых потерь в Украине.